Ну, собственно, такую реакцию от властей и можно было ожидать. Власть хорошо мимикрировала и поняла, как можно использовать ситуацию с коронавирусом в свою пользу. Поэтому теперь любые неудачи можно списывать пандемией. Плюс Айсен хочет быть хорошим мальчиком в глазах Москвы и показать, что, дескать, у нас не как в Хабаровске, у нас все прекрасно, и, дескать, вот сейчас мы мост построим, и тогда все будет еще лучше. Но на самом деле на такие действия властей, думаю, стоит отвечать усилением протестов в виде одиночных пикетов, например. Кроме того, не забывайте, что 13 сентября будут последние, можно сказать, честные выборы в нашей стране, потому что после этого выборы будут проходить уже по новым законам, когда можно будет и голосовать из дома, и голосовать по интернету, и, в принципе, только, как говорил один сатирик, нажмите кнопку «Да», еще раз переизбрать. Так что, думаю, митинг не согласовали совершенно зря, потому что это только усилит народное недовольство, которое и без того в связи с кризисом, усугубляемым коронавирусом, в принципе, сейчас будет расти, поскольку вот за эти месяцы самоизоляции многие потеряли работу, кто-то остался без средств к существованию, и, соответственно, это будет приводить к тому, что вырастут протестные настроения в обществе, и, видимо, осенью ожидается обострение политической ситуации. Посмотри на Хабаровск. Фургал, на самом деле, это, по большому счету, предлог. Он же, ну, скажем, да, он не совсем уж какой-то антинародный губернатор, но, по большому счету, он что сделал? Бесплатное питание для школьников, ну и еще плюс некоторым людям помог, и все. Но он это сделал за наши же, за бюджетные, за народные деньги. Так-то, по большому счету, этим должны заниматься все губернаторы, а не только один Фургал. Ну и народ, конечно, усугубленный кризисом с коронавирусом, тоже, естественно, вышел за него, поскольку человек реально что-то делал. И вот то, что сейчас по официальным телеканалам рассказывают, что, дескать, вот вышли какие-то бандиты поддержать убийцу Фургала, но это, конечно, не так, потому что если бы вышли просто бандиты, народ бы за ними не пошел, а так там уже которую неделю, так сказать, шумит, гремит и протест продолжается. То есть я думаю, что Фургал это просто предлог. Народ устал от капитализма и пока, может быть, еще не совсем понимает то, чего он хочет, но тем не менее к этому придут еще люди. То есть я думаю, что такие протесты, как Фургал, они будут и по России. Нужен только повод. Лукашенко, конечно, не идеален, да. Нужна сменяемость власти, но протесты вот эти я сейчас поддержать не могу, потому что Лукашенко, по крайней мере, он не развалил сельское хозяйство, он не провел грабительскую приватизацию, как у нас. То есть там промышленность работает, вон у нас сколько консервов из Белоруссии на прилавках. Сельское хозяйство тоже работает. То есть если сейчас Лукашенко убрать, то произойдет то же, что в России. В общем-то, развалится остальная белорусская промышленность, сельское хозяйство и... Ну тут получается противоречие, то есть вот Путин сидит, против чего хабаровчане в какой-то степени протестуют, да? Ну, получается, а ты поддерживаешь то, что аналогичный человек сидит уже на протяжении многих лет? Ну, тут сравнивать-то можно, он не совсем аналогичный, потому что какие реформы проводил Путин и какие Лукашенко. Да, он засиделся, ему пора уже в отставку, но не таким способом, когда путем Майдана приведут каких-нибудь очередных либералов, так сказать, разворовавших все, что можно разворовать. То есть альтернативы Лукашенко-то особой сейчас нету. То есть ты считаешь, что
сменяемость власти, она тоже иногда бывает не совсем правильной. Нет, Лукашенко пора уходить, но вот не таким путем, а путем демократических выборов. Но выборы прошли. Выборы прошли, за него проголосовали, потому что даже если он, чувак, может, сфальсифицировал, что вряд ли, все равно проголосовали-то за него, так или иначе. И если посмотреть на эти видео протестов в Белоруссии, там, собственно, вот показывает там канал проправительственный, типа, вот Лукашенко разгоняет митинг, там, собственно, на этом кадре милиционеры подходят к двум велосипедистам и говорят: а идите-ка вы отсюда, и все, в принципе. Так что я думаю, Лукашенко все-таки пускай остается, потому что так или иначе, все-таки без него белорусам будет еще хуже. А там со временем сам уйдет. Как воспринимаешь то, каким образом с ним произошло, вот это, события повернулись? Все-таки это было... То есть люди на митинг не вышли, да, за шамана. Как-то не было такого вот большого ажиотажа, как, например, с триумфом в 2019 году. Как бы не было таких массовых протестов, как в триумфе с многотысячной толпой. Там типа против киргизов. Тогда разыграли административный ресурс на социалистическую карту, то есть свезли же на автобусах их не без помощи, скажем, наших властей. Так что тут, народ устал просто, может быть, протестовать, и никто уже особо не верил, что шаман дойдет. Но, тем не менее, шаман это знаковый феномен, потому что, собственно, ни в одной нормальной стране не стали бы такого человека просто, так сказать, задерживать и сажать в дурку, потому что, идет человек протестовать, имеет право, в конце концов. У нас, так сказать, это уже говорит о том, что власть слаба, поскольку боится различных шаманов и прочих. И, следовательно, шаман – это вещь знаковая, пусть даже, может быть, он и не сыграл такой глобальной роли, но люди благодаря ему, так сказать, услышали то, что, в общем-то, боятся говорить оппозиционеры другие, потому что, на Руси всегда юродивых любили, они могли правду царю сказать. А вот сейчас, по идее, шаман, к сожалению, от дальнейших протестов отказался, но, думаю, шаман свое дело сделал. Люди поняли уже, что эту власть нужно все-таки как-то поменять. И таким образом, в общем-то, у нас будут еще такие шаманы, и так будет до тех пор, пока мы не построим справедливое общество на социалистических и коммунистических началах. Но это говорит о том, что летом всегда у нас в политике затишье, как правило. Народ на дачах. Мы, например, Левый фронт проводили пикеты. Потом КПРФ тоже определенные вещи делала. То есть, я думаю, еще будут у нас протесты, потому что чем дальше усугубляется кризис, тем больше людей выйдет на улицу. И Фургал — это только предлог же. У нас, собственно, и кроме Фургала хватает проблем. И как только прижмет посильнее, а оно прижмет, потому что коронавирус-то никуда не делся, сейчас после выборов сентябрьских может вполне начаться еще и вторая волна. То есть, соответственно, думаю, протесты еще будут, и они неизбежны. Просто пока народ еще раскачивается, но когда он раскачается, думаю, власти будет не очень хорошо. Причиной вполне может стать, если вот Сардану сейчас тронут, потому что вполне есть такая возможность. Она все-таки народный мэр, как... я думаю, что у нас же, как ее выбрали, начались эти разборки между Айсеном и Сарданой. И, собственно, они сейчас продолжаются всяким грязным пиаром в СМИ. Так что вполне возможно, сейчас уголовное дело на нее состряпает какое-нибудь, и вот тогда, может быть, начнутся протесты, потому что у нее-то пиар-поддержка хорошо работает.
Ну а так, народу, в общем-то, нужен повод выйти, и он выйдет, и тогда уже вспомнит про все проблемы, вызванные капиталистическим обществом. А таких проблем много, потому что капитализм всегда приводит к кризису, так или иначе. Если в советское время прибавочный продукт шел, так сказать, на постройку инфраструктуры социальной, то сейчас он идет на то, чтобы олигархи покупали яхты, а народ продолжает бедствовать. Собственно, 40% населения России живет на зарплату в 15 тысяч. Ну, на такое, простите, как жить-то можно? Как сказал один мой коллега из марксистского кружка, вот этот Фургал стал, как бы, если сравнить с американскими боевиками, Джокером для хабаровского народа. Ну а у нас, в принципе, в Якутске Авксентьева, если ее кто-то тронет, может стать таким Джокером. И уже сейчас, по идее, по WhatsApp распространяются сведения, что вот, дескать, Максима выдернули обратно в Якутск, чтобы он дал показания против Авксентьева, и тогда вот возбудят опять дело, которое все еще не могут возбудить. Ну и вот, если вдруг ее, правда, тронут, то тогда, наверное, народ вполне может подняться. Ну а если народ поднимется, тут сразу припомнят и все остальные проблемы. При коронавирусе его кризис усугубляется. Вот, например, ладно, учителя, там, бюджетники и прочие, они-то остались, так сказать, при своем, но самозанятые люди. Вот, к примеру, знакомый сварщик, марксист, чудом получил себе заказы, а большинство сварщиков, вот, у которых работа именно сезонная, остались же, по идее, без работы, то есть зимой будут голодать, соответственно, им что-то Путин особо не спешит помогать, как и прочему малому бизнесу. Это ведь тоже, по большому счету, пролетариат. Революция победит обязательно, и, думаю, даже в этом тысячелетии. Поэтому мы с вами должны сделать все для обучения молодого поколения истинам марксизма-ленинизма, так сказать, в разрезе текущей политической ситуации.